Еще 4 канажца удостоились юбилейной медали, выпущенной к 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков. Данный указ еще в апреле подписал президент Белоруссии. Исходя из нее, данную награду могут получить не только жители страны, но и иностранные граждане, принимавшие участие в боевых действиях. Почетную миссию поздравить ветеранов взяли на себя военный комиссар Юрий Берышов и директор Центра социальной помощи населения Эльвира Васильева. Куликов Иван Львович, пройдя все тяготы военного времени, вернулся с фронта. Работал на канажском ВРЗ сварщиком. Общий трудовой стаж его составляет более 50 лет. С супругой Александрой Яковлевной воспитали они 2 детей, сына Ивана и дочь Наталью, которая сегодня за ним и ухаживает. Вы освобождали Белоруссию в свое время. Ну да. И Александр Лукашенко не забывает вас как ветеранов. Да. 75-летию освобождения Белоруссии от фашистской немецкой Германии юбилейные медали свой, Иван Львович. Ага. Поэтому вот вам сейчас, как положено, мы вручим. В тот раз вообще в военной форме. У него форма есть? Нет. Ну, были мы медали как-то немножко. Давайте вот так мы сделаем. Во. Руку давайте пожмем. Все хлопают. Видите, все слушают. Вы видите, все слушают. Да. Ну и вот это к нему удостоверение. На сегодняшний день ветерану 94 года, а на фронт он уходил 17-летним мальчишкой. Все уже перемешалось, а фактически вот, знаете, война кончилась, а об нем все равно это беспокоит по ночам, просыпаешься и вспоминаешь боевые дни. Ну, война есть война, как говорится. Неоценимую лепту в освобождение страны, разгром фашистской армии внесли женщины. Впервые в истории сотни тысяч советских тружениц одели солдатские шинели. Среди участников Великой Отечественной войны была и жительница города Канаша Стеклова Феодора Ивановна. Она родилась в деревне Беляево Янтиковского района 8 мая 1942 года с отцом в один день. 18-летняя девушка ушла на фронт. Направили ее в Чебоксары в учебный полк, где готовились военные связисты. Я в Янтике училась. Потом по мобилизации в военком, войну в Чебоксарах училась. Потом на фронт в Ленинград попала. В Ленинграде самое страшное. У Люси жили: мама, пить хочу. Иди на него, тар-тар-тар-тар будем отшатрать. Мама, пить хочу, она умерла. Потом мы пошли к старику. Приходим с работы, я боржисткой была. Старик умер у нас. Эй. Страшно было, очень страшно. Ленинград самый страшный. Попала во 2-ю ударную армию на Волховский фронт под Новгородом. Значит. Потом, значит, она попала, блокаду прорвали на Синявинских высотах, там около МГИ. И после этого она попала в Ленинград. В Ленинградскую блокаду пережила там вместе со 2-й ударной армией. Их перебросили потом на Раненбаумский плацдарм. Вот у нее есть Ленинград самый страшный. За Раненбаумский плацдарм у нее есть. И оттуда в 1944 году уже окончательно прорвали блокаду и погнали немцев через Нарву, Таллин, Тарту. Потом через Белоруссию, 2-й Белорусский фронт. Вот у нее награда за участие во 2-м Белорусском фронте в войсках. Через Польшу, и войну закончила Германия. Но говорит, что самое страшное было в Ленинграде, потому что, вспоминая сапоги кирзовые, выдали только в Германии, а до этого ботинки, обмотки, все. Спрашиваю, как женщин-то, в отличие от мужчин, снабжали? А ничего такого, говорит, не было. Единственное, что ее спасло, это она после ранения, в руку ее ранила, осколок. Ну и бомбили постоянно, 123-й отдельный полк связи, связистов бомбили, обстреливали очень постоянно. Ленинград самый страшный. Да, после ранения перевели ее в лазарет, санитарку. Вот она там насмотрелась и крови моря, и перчатки, бинты мыли там все, обслуживали раненых, все, помогала хирургам, насмотрелась. И в 1945 году, когда закончили в Грайсвальде, в армии Рокоссовского, там, приехала в Берлин, расписалась на Рейхстаге. И где-то в октябре ее демобилизовали. Она вернулась опять в Янтиковский район, деревню Беляево. Снова. Ну, а потом вышла замуж,
в Казани работала, с мужем вместе приехали сюда. И вот сейчас в Канаше обосновалась, сколько лет уже живем долго. В августе, в сентябре 1942 года армия принимала участие в боях по прорыву блокады Ленинграда на Синьяловском направлении. Много страшных испытаний пришлось пережить связистке Феодоре Ивановне, но она выжила и дошла до Берлина. Вернувшись домой, связала свою жизнь с участником войны и родила 3 детей. И сегодня добрый и открытый взгляд, искренняя улыбка Феодоры Ивановны в очередной раз доказывает, что победа нам далась не зря. Чтобы хорошо жили, учились. Чего жить? Чтобы хорошо жили, учились, чтобы не видели больше войны. Дай Бог здоровья. В сентябре текущего года 93 года исполнилось Ивану Никифоровичу Столбову. Годы неумолимо берут свое, признается дочь Зоя. Ветеран хуже начал слышать и много времени проводит в постели. До выхода на заслуженный отдых Иван Никифорович работал на железной дороге, в ДПО машинистом. Его общий трудовой стаж составляет 45 лет. За многолетний и добросовестный труд ему присвоено звание ветеран труда. Сегодня много медалей на его груди, но это, юбилейная, также не будет лишней. Участвовали во время освобождения Белоруссии. Ага. Вот от президента Лукашенко медаль мы получили юбилейный, 75 лет освобождения. В следующем году 75 лет победы советского народа. Тоже, так ведь? Этим мы знаем, как освобождали. Нелегко было. Почетный житель города Канаша Арсений Капитонович Питеркин 7 декабря отметит 90 лет со дня рождения. Мне хотелось всегда поговорить, посидеть, вот, и с молодежью встречаться. Ну и я и сейчас встречаюсь с молодежью. И сегодня ветеран занимает активную жизненную позицию, смотрит с оптимизмом в будущее, встречается со школьниками на уроках мужества, является членом Совета Канашского краеведческого музея. Долгое время он пел в народном хоре ветеранов Канаш, городского дворца культуры. Спасибо, Да. дай Бог и вам хорошо, понимаешь, все у вас дело шло хорошо и так. Арсений Капитонович, мы желаем здоровья вам, встретить 175-летие Победы на следующий год и ваше 100-летие. 100 лет в декабре вам будет на следующий год, да ведь? Да хочу Конечно. дойти И до этого. перешагнуть. Да, Обязательно. А щас Обязательно. здоровья вам самое главное. Мы очень гордимся вами. Мы самое счастливое поколение, что мы застали героев нашей страны. Что мы с вами общаемся, мы знаем историю. В общем, очень рады мы, что вы есть. Это вот. Мгм. Мы тоже, когда вы приходите, нас поздравляете, у нас процесс. Хочется, понимаешь, поговорить, посидеть и так далее, и так далее. Гости сегодня с удовольствием подметили, что ветеран с удовольствием читает газеты, с интересом наблюдает за жизнью города. Символично и то, что медали вручили накануне Дня народного единства. Справочно можно отметить, что медаль изготовлена из латуни. На ее лицевой стороне изображен обелиск «Минск. Город-герой» и скульптура женщины, олицетворяющей образ Родины.